Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Какой неожиданный и резкий поворот готовит вам сама судьба? Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свои временные рамки. И пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие хорошие, обязательно откроется. И также всех вас, мои дорогие любимые, спешу поблагодарить за те прекрасные поздравления, которые вы мне писали, за ваши подарки, за то, что помните про мой день рождения, мои хорошие. Я такая счастливая, у меня есть вы. И это любовь, которую вы мне дарите, это внимание, его невозможно оценить словами. За всех вас молюсь, всех вас люблю. Огромное вам спасибо. И не обижайтесь, если я не успеваю ответить вам. Очень много поздравлений. Спасибо вам огромное еще раз. Итак, настраивайтесь, пожалуйста, и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, ничего себе! Конечно, интересно показали. Смотрите, вам кто-то не даст упасть. В момент, когда голова будет кружиться, в момент, когда сил вам будет не хватать, когда враги, грубо говоря, подставят вам подножку, какой-то человек, буквально, смотрите, вот ловит вас на лету, ловит, подхватывает, спасает, выручает. Девушки, если вас поймает мужчина, если мужчина вам поможет, знаете, что этот мужчина, он посланник судьбы. Он именно тот, кто идет в вашу жизнь для того, чтобы улучшить вашу жизнь, чтобы ее изменить к лучшему, да, развернуть на 180 градусов, изменить к лучшему. То же самое, возможно, вы мужчина, и в момент, когда будет казаться, что вот-вот вы упадете, какая-то женщина вам поможет. Женщина, с которой ваши судьбы и ваши жизни переплетутся. Мне вот идет, что судьба готовит вам человека, который надолго войдет в вашу жизнь. Если речь не идет про любовь и любовные отношения, то тут, скорее всего, начало великой дружбы, продолжительной дружбы, дружбы там на века, на десятилетия, либо до конца, да, вот до конца дружить. И вот этот, кто вам помогает, мужчина, либо женщина, мне идет, что женщине поможет мужчина, а мужчине поможет женщина. Это человек всегда будет вам помогать. Всегда. Даже если у вас все будет хорошо, человек будет к вам так относиться, что вот надо помочь, да, надо что-то приятное сделать. Человеку захочется вас опекать и о вас заботиться. И это самое главное. Это никак не помешает вашей любви, либо вашей дружбе, смотря что у вас там сложится. Но человек войдет, конкретно войдет, корнями прорастет в вашей жизни, а вы корнями прорастете в его жизни. Но это судьбоносная встреча, которую нельзя отменить. И вот в самый нужный момент, либо в самый темный момент этот человек появится. Вот судьба прям буквально за руку подведет и подтолкнет, скажет: иди помогай, да, выручай и спасай. Я так понимаю, что у вас по жизни идет ситуация, что вам помощь нужна будет очень сильно, а у этого человека есть потребность творить добро, и он будет как рука судьбы выступать в данном случае. Слушайте, замечательного человека обретете. Если любовь, так просто прекрасная любовь и счастливая жизнь. Если дружба, то не менее прекрасная дружба и как до конца мне идет, да, до конца. И любовь тоже до конца. Вот любовная там связь, семья, пара, да, вот как говорят, рука об руку и на одном дыхании. Славная картинка, героизм, да, здесь героизм. Вот. Может быть, вы такой человек, что вы не хотите никого принимать, может быть, не хотите устраивать свою личную жизнь, либо очень сильно разочарованы в своей личной жизни. Может быть, вы
очень скромны, и вы никогда не просите помощи, даже когда вам невероятно тяжело, вот не попросите, хотя сами можете всем помогать. Вот судьба вам направит такого уникального и замечательного человека. Слушайте, тут дай Боже, и в любовь, в счастье, в добро, в дружбу, пусть это принесет вам много-много благ. Дальше, мои хорошие, вот здесь показывают момент, когда вы чем-то увлечетесь тем, о чем сейчас не думаете, либо даже не загадываете и не представляете. Вы с кем-то будете общаться, и человек как будто бы перед вами иной мир открывает, да? Рассказывает о том, о чем вы никогда не знали, не слышали, и там, не являлось вам, да, во снах не являлось. Вам так будет интересно, вы так увлечетесь, вы так проникнетесь. Это как, знаете, начало нового увлечения, хобби, либо начало какой-то новой работы. Здесь вот все по любви идет. Да? Вы просто влюбитесь в эту работу, вы влюбитесь в это увлечение, в хобби влюбитесь. И вы знаете, вам суждено добиться в этом звания мастера. Да? Мастер. Вы как переплюнете всех других мастеров и станете просто как икона, образец. Вы будете как самым главным человеком в этой отрасли, да, что бы это ни было. Кто-то, например, увлечется дизайн, да, вот как пример, да, там, дизайн, создание каких-то там, красивых вещей, может быть, это шить, может быть, печь, может быть, это какая-то работа, там, да, работа там в интернете, за компьютером, может быть, ручная какая-то работа. Но вам кто-то об этом расскажет. Опять же, да, посланник небес мне идет, посланник самой судьбы. Может быть, вы хотели новую работу, вы хотели дело по душе, по любви, вы хотели, чтобы работа не только денежку давала, но еще и радость вам приносила, чтобы реализацию вам открывала. Да, вот придет такой человек. Возможно, кстати, это и знакомый человек, знакомый, который вот придет поделиться и скажет: ты знаешь, что такое в мире творится, да? Либо вот сейчас это тренд, сейчас вот эта красота востребована, либо такая профессия нужна, и вы скажете: ничего себе, да, я очень хочу, мне так нравится. Прям чувствую, что мое, да, великим мастером станете. Смотрите, тут у вас как на блюде деньги, и над вами солнце. Ну, то есть это слава, да, станете великим мастером своего дела, а деньги просто вот на блюде будете получать. То есть легко и непринужденно. Это вам не на завод, да, идти и смену пахать. Это то, что вам нравится, да, вы любите это, вы этим занимаетесь даже не с мыслью о деньгах, а с мыслью о том, что я себя реализую в этой прекрасной работе, я создаю шедевры, либо я там классно так маневрирую, оперирую, да, там создаю какие-то проекты, либо строю какие-то графики, может быть, еще что-то делаю. Опять же, вы все разные, у каждого будет свое, но вам точно понравится. Дальше, мои хорошие, здесь какой-то праздник показан. Праздник, как будто бы это общий праздник для разных людей. Люди, как будто бы люди, да, вокруг вас все возрадуются. Возможно, люди там, где вы проживаете, в вашем городе, в вашей стране, может быть, это ваши родственники, ваша семья, может, на работе там все ваши коллеги. Вот что-то идет как большой праздник для людей, как отмечать, праздновать, друг друга поздравлять. Здесь очень похоже на благие вести, либо на какие-то разрешения, на какие-то улучшения в жизни людей. Люди уже ничего не ждут, ни во что не верят. Люди всего боятся, да, либо ко всему относятся очень скептически, да, вот как говорят, гайки закручивают, да, а тут на тебе, людям праздник подарят, что-то разрешат, либо что-то будет позволено. Какие-то облегчения, может быть, поблажки, не знаю, как плюшки придут, все порадуются. Какой-то праздник, да. Праздник, который, действительно, немножечко вот темноту разгонит. Не только от вас отгонит, но и из других людей. Люди станут более открытыми, приветливыми, улыбчивыми. Да. Они вот так, как тени, ходят, все в себе, там головы опустили. Страшно поднять взгляд. Вот. Хороший такой момент показан. Вот здесь к вам кто-то придет мириться,
Причем придет не с пустыми руками. Здесь человек вам что-то приносит и дает. Дает это в знак примирения, в знак своей доброй воли. Ну, и можно сказать, что это какой-то подкуп, да, вас будут подкупать и говорить: смотри, что я тебе принес, давай помиримся, давай восстановим отношения. Если честно, вы сами не против помириться. Судя по всему, вы тоже жалеете об этом человеке. Ну, либо вам не хватает этого человека. Ну, если это родственник, либо какой-то, близкий человек, конечно, не хватает. Да даже если просто знакомый, с кем вы раньше общались, у вас все было хорошо, а потом в силу обстоятельств вы поссорились, не хватало, да? Вы совершенно не против. И вы пожимаете руки. То есть в знак примирения, восстановления ваших отношений вы действительно пожимаете друг другу руки. Да, приятненько. Будет очень и очень приятненько. Дальше. Судьба вам готовит очень похоже какая-то дорога. Дорога от чего-то не очень хорошего к чему-то очень положительному. Тут, в принципе, может отыграться что угодно. Начиная сменить работу, переехать, может быть, сменить круг общения, может быть, даже поехать, да, выехать перед тем, как погода испортится, и переехать туда, где погода просто шикарная. Дорога как переход от плохого к хорошему. Но кто будет переезжать, вы действительно этим переездом запустите очень крутые перемены в своей жизни. Почему? Потому что на новом месте там как-то все по-другому. Там другие люди, другие условия, другая инфраструктура, больше возможностей, как-то веселее, наверное, жить, удобнее как-то. Вот кто переедет, 100% не пожалеете, а наоборот будете думать: господи, почему я раньше не переехала? На новом месте и новая жизнь у вас начнется. Если мы говорим о какой-то поездке, то вы прям вовремя уедете перед тем, как я уже сказала, погода испортится, либо какие-то неприятности начнутся, вирусы пойдут, а вы раз и уехали, и избежали этого негативного момента. Если мы говорим о переходе на новую работу, то, скорее всего, после того, как вы уйдете, перейдете на новую работу, там что-то случится, либо людей начнут сокращать, либо у компании банкротство наступит, да, перестанут зарплату платить. Как-то так идет. Судьба знает, куда вас вести, просто доверьтесь судьбе и, дайте ей руку, пусть ведет. Пусть ведет, пусть выводит. Пусть выводит туда, где вам будет очень хорошо. Вообще судьба к вам хорошо относится. Я вижу, что в прошлом у вас были какие-то испытания, которые вы очень достойно прошли. Вы знаете, бывают у людей испытания, даже самые легкие, и люди начинают злобиться и говорить: вот, судьба такая лукавая, такая плохая, я такой несчастный, либо я такая бедная. Начинают всех вокруг винить, да, и людей, и судьбу, и высшие силы, и родителей, зачем вы меня родили, да, такая жизнь тяжелая. А вы нет, вы стоически переносите эти испытания, причем вы их проходите всегда ровно на 100 баллов, да, выше, чем 100 уже не бывает. Вы как пример показываете, вы стержень имеете, да, стержень, и нет у вас обид, и нет у вас претензий ни на кого. За это судьба вас очень сильно любит. Смотрите, вы все разные, да, у кого-то по судьбе были действительно испытания, а у кого-то была карма, которую нужно было отработать, а у кого-то еще что-то было, да, но вы это прошли, грубо говоря, с улыбкой на лице. Не обозлились, не скандалили, никого не проклинали, да, а вы просто смиренно принимали ту обстановку, либо ту ситуацию, в которой оказывались, и делали все возможное для того, чтобы справиться. Вы большую силу проявили, и силу характера проявили, и проявили, что человек вы просто замечательный. За это судьба вас любит. Так, еще, мои хорошие. Тот, кто вас сейчас ругает, либо критикует, буквально будет за вами бегать и, ножки вам целовать. Извините, но тут такая картинка, что человек вам ноги целует.
Возможно, у вас с кем-то не сложились отношения, либо человек, себе лишнее позволяет, да? И лишнее, и неправильное. Может быть, человек зазнался, может быть, человек обманулся по поводу вас, либо кто-то обманул по поводу вас. Вот мне идет, что судьба достаточно жестко этому человеку на вас глаза откроет. И этот человек прям опомнится, спохватиться, да, и давай бежать за вами, и целовать вам ножки, целовать вам ручки и извиняться перед вами. Да. Вот когда человека наконец-таки дойдет, кто вы есть на самом деле, и как человек был неправ, сколько боли вам причинил, да, либо сколько обид было от этого человека в вашу сторону. Знаете, вот говорят, ничего уже не исправить, да, либо люди не меняются. Но в вашем случае я вижу, что все будет ровно наоборот. И тот, кто с вами максимально несправедлив, будет бегать за вами и целовать вам и руки, и ноги. Да, еще поймет. Судьба вот как-то очень жестко откроет глаза. Я не могу сказать, что это, я не могу сказать как, потому что вы все слишком разные. Но это будет очень жестко, это прям, знаете, такая отповедь, да, за то, что человек был абсолютно неправ и не хотел видеть дальше, чем свой нос, да, кончик носа. Либо верил во всякие сказки, россказни, недоброжелателям верил, а вас он не хотел, либо она не хотела выслушать. Вот видите, все меняется. Так, еще. Судьба вам готовит достаточно странный квест. Это как загадка, это какая-то сложная ситуация, как, знаете, можно сравнить с какой-то головоломкой, да, которую вам нужно будет решить. И вот я вижу, что вы в себе не до конца уверены, что вы к себе так относитесь, знаете, вы очень скромный человек, и вы считаете, что вы чего-то не знаете, чего-то не умеете, где-то вы в тени находитесь, когда должны быть в первых рядах, да, когда должны быть лидером. Немножко занижена самооценка. Может, я как-то неправильно выражаюсь, но мне идет так, что вы немножечко в себе не уверены. Либо сами себя стесняетесь. Опять же, как человек грамотный, умный, воспитанный, вы не любите задаваться, вы себя в грудь не бьете кулаком, вы больше любите постоять, послушать. У вас, конечно же, есть свое мнение, но вы его держите при себе. Судьба готовит вам эту сложную задачу. Скорее всего, даже не только вам. Скорее всего, эта задача будет дана на определенное общество людей, да, на определенный коллектив, либо группу людей. И я вижу, что только вы сможете справиться. Возможно, вы своим решением, тем, что вы разберете эту головоломку, вы всех спасете. Вы исправите текущее положение дел. Вас назовут лидером, вас назовут героем, героиней назовут. Тут люди вам хлопают, очень громко хлопают в ладоши. И каждый хочет вас по плечу похлопать, обнять, поцеловать. То есть люди вас признают. Даже если вы сами себя не признаете, то люди вас признают. Очень много положительной энергии идет в вашу сторону, заслуженной. И благодаря этому квесту, да, этой головоломке, у вас самооценка повысится. И наконец-таки у вас и плечи расправятся, и вы станете более уверены в себе. Себя, может быть, перестанете стесняться, да, либо перестанете стесняться выражать свое мнение, делиться своими знаниями, допустим. Но опять же, это, скорее всего, исторически так у вас сложилось. И вы так живете, вы так привыкли. Но эта ситуация поможет вам о себе очень многое понять и многое изменить в своем поведении и в своем отношении к самому себе, либо к самой себе. Вам-то нечего бояться, вы все можете. Судьба это знает, поэтому таким образом поднимает вашу самооценку. Так, еще для вас большой неожиданностью станет событие, сродни чуду, чудесное событие, либо явление как чудо, либо что-то резко так произойдет, что вы скажете: ё-моё, это же чудо, да? Нет другого объяснения, никак не могу объяснить, что произошло. Произошло чудо. Так вы сами себе будете говорить, либо кому-то будете говорить. Вы долго будете ходить под впечатлением, и даже мурашить вас очень долго будет. Я не могу четко сказать, что это, но это чудо. Это чудо, которое судьба подкинет вам в жизнь. Здесь не просто судьба, тут еще и высшие силы вписываются, причем конкретно так вписываются.
оградят, предупредят, подскажут, дадут, понимаете, одарят тоже, может быть. Все разные, у каждого будет по-своему, но это действительно чудо. И чудо, которое коснется конкретно вас, вам этого не избежать. Но это чудо, ну, как честно заработано, да, вы честно его заработали, потому что вы такой замечательный человек. В нужный момент чудо случится. Может быть, это какая-то будет ситуация, когда вам нужно будет это чудо. А может быть, просто само по себе придет. Да? Само по себе вот так резко придет чудо. Ну, да, жизнь разделится на до и после. Ну и про это чудо вы будете и детям, и внукам, и правнукам рассказывать. Ну, режется прям в память. Конечно, такие необычные события, они врезаются. И еще один резкий поворот касается правды. Узнать правду, увидеть правду, пощупать правду. Вы все разные, но правда, как оно есть, перед вами откроется. Может быть, от вас кто-то что-то прятал, он там десятилетиями скрывал, скрывала. Может быть, это как-то касается вашего прошлого, либо это может касаться там семейных каких-то загадок, тайн. Вот мне идет, что правда откроется. Еще какие-то вот письма мне идут. Может быть, это все вместе связано, может, раздельно. Может, в письмах какую-то правду вам кто-то откроет. Да? Человек не может вам сказать лично в лицо, либо человека уже нет, да, чтобы сказать. И вот какие-то письма к вам могут попасть, записки, не знаю, дневник может попасть. Что-то написанное мне идет. Но вот вы правду узнаете. Правда, которая вам нужна. Вы должны это знать. Не могу сказать для чего, но вы должны это знать, и правда вам откроется. Вот эта правда на вас очень сильно повлияет. Действительно повлияет. И вот какие-то вещи, которые казались вам странными, непонятными, действительно, как тайна за 7 замками, вот оно вам откроется. Вы все поймете, все станет на свои места. Такой момент показан. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.